واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم يوم الانتقام منه في سح الوغى اليوم يوم الانتقام منه في سح الوغى اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة. Вы это увидите, и я готов поспорить, что Джавад Ахтар приведет эмоциональные аргументы. Это логическая ошибка при принятии решения об истине. Это чрезвычайно печальная ситуация, что более 40 тысяч невинных детей, которым было меньше 10 лет, погибли в трагическом происшествии. Почему? Например, он скажет, если Бог существует, то почему существует зло? В то время как я говорю, что существование зла не является аргументом против существования Бога, потому что если Бог есть, то мы все перед Ним ответственны. А если мы ответственны, то для этой ответственности необходимо существование зла. Без этого мы не можем быть ответственными. Удивительно, что все в мире знают смысл всего, как появился этот мир, как он исчезнет, что будет после смерти, им все это известно. Но раньше никто из них не знал, что существовали динозавры. Вы сказали, что ни в одной религиозной книге не упоминаются динозавры. Жаль, но до сих пор я не встретил упоминания о динозаврах ни в одной математической книге. Религия мешает науке или нет? Если мешает, то это неправильно. Религия препятствует сциентизму, в котором мы сейчас находимся. Когда мир наполнен насилием, угнетением, страданиями и войнами, не говорите, что он наблюдает и однажды все объяснит. Если он действительно видит все это и не вмешивается, то зачем вы тогда молитесь ему? Именно это я и говорю. Вы можете сказать, что не знаете, но зачем делаете такие утверждения? Скажите, если Бога нет, например, то как вы определите зло? То есть как можно объективно определить зло без Бога? Смотрите, в мире есть два типа животных. Одни живут в одиночку в лесу, а другие группами. Кто бы ни был в группе, будь то ваша организация, какой-то клуб, политическая партия или любое объединение, там вам придется мыслить и устанавливать правила. То есть люди будут решать. Люди что? Если люди решат, что изнасилование кого-то это правильно, вы это оправдаете, получается, ваша основа такова, что люди будут все решать. В мире есть такие группы, которые считают изнасилование допустимым. Я не буду вдаваться в подробности ситуации. Вы тоже знаете, что сделали те сотрудники офиса, так что... То, что они сделали, не имеет никакого отношения к Богу. Сэр, я просто задал простой вопрос, как вы определяете злую волю? Дальше, чтобы жить вместе, нужно создать такие школы, в которых у каждого будут базовые права, у каждого будет базовая свобода, и каждый будет чувствовать себя в полной безопасности. Это единственный способ для любой организации, где больше одного человека, и так устроена жизнь. Если вы будете нарушать порядок, то это приведет к катастрофе, ущербу и разорению. То же самое касается и семьи. В семье есть муж, есть дети, есть две сестры, есть брат. Теперь здесь нужно какое-то устройство, чтобы жить вместе, чтобы друг другу доверять, чтобы помогать друг другу. Вот такова жизнь. Сэр, я понял вашу мысль. Вы говорите, что люди будут решать, что правильно, а что неправильно, большинство будет определять, что правильно, а что неправильно. Да, конечно, брат. Если большинство, как в нацистской Германии, считало, что геноцид это правильно, вы это оправдаете? Ваша это... Сколько людей было среди этих людей? Хорошо, если большинство на планете решит, если большинство на планете находит помощника Бога правильным, вы не согласны? Это абсолютно все. Раунд перекрестных вопросов на этом официально заканчивается.